Крепко мы плечо в плечо врастаем в землю тот. Горит и кружится планета над нашим. Ансамбль занимает призовые места во многих республиканских и всероссийских конкурсах, раскрывает юные таланты и получает за это высокие награды. Для надежного обслуживания и эксплуатации газоперекачивающего оборудования и газопроводов в управлении трудится 399 человек. Общая протяженность обслуживаемых газовых магистралей составляет 1000 азатовной. На сегодняшний день в коллективе работает 90 человек. На данный момент проходит капитальный ремонт здания с обновлением материально-технической базы. В планах установка нового рентген-диагностического комплекса, обновление стоматологического оборудования. В Шумарданской больнице работает стационар на 37 коек, из которых 7 круглосуточных, где работает врач-терапевт. В поликлинике 150 посещений в день, где работает 11 врачей. 126 сабыйны үз кушагына сыйдырган әлеге бакчада 6 төркем эшли. Шуларның 5-се гомуми үсеш юнәлешлесе, берсе коррекцион төркем. Аларны 15 педагог тәрбияли. Шуларның 8-е беренче, берсе югары квалификация категорияле педагог. Балаларны укыту һәм тәрбияләү рус һәм татар телләрендә алып барыла. Икенче төркемнән башлап балалар инглиз телен өйрәнәләр. Педагогик коллектив муниципаль, республика, федераль дәрәҗәдәге конкурсларда Каримовой Гульнары Раулевны. Коллектив состоит из 34 сотрудников. Детский сад посещают 98 детей. Педагоги, воспитанники и родители детского сада являются активными участниками конкурсов и фестивалей. Воспитатель Аскарова Гульнас Ильясовна получила гран-при в республиканском конкурсе среди педагогов по проекту, направленного на сохранение и развитие родных языков народов, проживающих на территории Республики Татарстан, с проектом «Дружба народов». Педагоги Халилова Серена Басыровна и Захарова Анна Валерьевна заслужили диплом второй степени в республиканском конкурсе коллективы якынлаша. 12 төркемдә 249 бала тәрбияләнә. 53 хезмәткәр эшли. Аның 24-се балаларга укыту тәрбия өлкәсендә хезмәт күрсәтәләр. Алар алдынгы технология һәм халык педагогикасын кулланып, иҗади эш алып баралар. Общество. Шумарданское многоотраслевое производственное предприятие или жилищно-коммунального хозяйства Сабинского района. На сегодняшний день при предприятии работает 60 сотрудников. Основными видами деятельности общества являются производство, передача и распределение пара и горячей воды, тепловой энергии, услуги водоснабжения и водоотведения, вывоз и утилизация ТПО. Предприятие содержит и эксплуатирует тепловое и водопроводно-канализационное хозяйство, оказывает банные и гостиничные услуги, выполняет работы по внешнему благоустройству, оказывает платные услуги жилищно-коммунального и иного назначения населению и предприятиям. Яшьләр мәдәни спорт үзәге өстәмә белем бирү коллективы япаса. Макаров Динар Каршыгай улы җитәкчелегендә 37 хезмәткәр эшли. 600-дан артык яшүсмерләр, балалар төрле түгәрәк һәм секцияләрдә шөгыльләнә. Питрәш районында үткәрелгән Скорлупина 2022 Бөтен Россия фестивалендә Саба районы яшьләре 2нче урынны алды. Мамадыш шәһәрендә үткәрелгән Саннифест Бөтен Россия креативчылар фестивалендә итекле хоккей ярышы буенча районыбыз җыелма командасы 1нче урынны яулады. Яшьләр үзәге Татарстан Республикасы муниципаль берләмлекләрнең муниципаль автоном һәм бюджет учреждениеларына грантлар конкурсында Һөнәрләр фестивале проекты 92 километра земли, противопожарные минеральные полосы. Искренне поздравляем лесничество, защитников леса с великой победой! 11 кешедән торган бу коллективны Мухаммедшин Илдар Наил улы җитәкли. 2022-23 елларда Шәмәрдән аерым посты бинасында капиталь ремонт үткәрелгән.
Үзләренең гомерләрен аямыйча, халык өчен үткә керергә әзер егетләребезне Бөек Җиңү көненең 78 еллык бәйрәме белән котлыйбыз. Сезгә эшегездә һәм тормышыгызда зур уңышлар, исәнлек, саулык телибез. Бәйрәм белән егетләр! Основной деятельностью предприятия является разведение и выращивание свиней, а также первичная переработка. Эффективно работают 4 животноводческих цеха с поголовьем более 45 тысяч свиней. Комбикормовый завод производительностью 23 тысячи тонн в год. Продукция реализуется в различных регионах России и Татарстана. Сотрудники организации активно участвуют в массовых мероприятиях и спортивных соревнованиях. Поздравляем с этим праздником и 78-й годовщиной. Жауаплылык шикләнгән коллективы якынлаша. Бүгенге көндә коллективны Иванов Роберт Федор улы җитәкли. Аның җитәкчелегендә 200 кеше эшли. Таиф НК АЗС оешмасының Шәмәрдән бүлекчесе Саба, Теләче, Питрәч, Лаеш, Балык бистәсе, Кукмара, Мамадыш, Алабуга районнарында һәм Киров өлкәсенең Ныград аланында урнашкан 30 ягулык салу станциялары туплый. Бәйрәм белән сезне, хезмәтегездән ям, тормышыгыздан тәм табып яшәгез. Менә шушы теләкләргә кушылып, бәйрәм колоннасын почта бүлекчесе хезмәткәре кулланды. Бу 9 кеше торган коллективны Гарифуллина Расима Вакыйф кызы җитәкли. Хәзерге көндә дә почта хезмәткәрләре сынатмый. Халыкка газета, журнал, пенсия субсидияләрен вакытында тапшыра. Бөек Җиңү бәйрәме белән котлыйбыз. Эшегездә зур уңышлар сезгә, хөрмәтле якташлар. Info, gün kadar beylerimizni bilen, 9. may beyramından kutlam etirge, aramızda da isenli, tanışlı, ilgi tanışlı, dolayısıyla ilgilen başkanlar şerbiz, tiyişli derecede işlerini bitirmek kalabız. Bu beyramda külgende ilimizden ilimiz dik, zor değer, kışı ömrü bilen, beylenen değer, Россия Федерации bo'yicha 27 milliondan ortiq chiqish o'sha qarab qilib turli gospitallarda, qirg'oqlarda bo'lib qoldilar. Bizning rayonga kelganda bizning rayondan 2000 kishidan ortiq o'sha armiya soqlarini prezentatsiya etib, o'sha Shahardan, bistasidan o'sha rayonlar tarafidan poyezd formasini parovozlar yigitlarimizni shu so'rishga olib ketib 6330 kishimiz o'sha so'rishda тоже halok bo'ldi. Bizning rayonda da bek ziyon bo'lib keldi bu so'rishlarda. Shunisi aytishga kerak. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое. Враг будет разбит, победа будет за нами. Дорогие соотечественники, по всей стране объявляется всеобщая мобилизация. Запишите меня, запишите. Запишите меня. А ну-ка, тихо. Я хочу. Тихо. Запишите. Запишем. Запишите. Всех запишем. Запишите меня. Я тоже пойду. Меня запишите. Всем стоять. Запишите. Меня. Стоять, я сказал. Тебе сколько лет? Мне 23. Проходи. Возьмите меня. Тебе сколько? Мне 18. Проходи. Запишите меня, запишите. Тебе сколько? 21. Проходи. Вам сколько лет? Мне 60. У меня нет детей. Запишите меня. Подождите. Меня запишите. Вам сколько лет? Мне 15. А вам? 16. Нет, не пойдет. Меня запишите. Мне скоро 18. Вот скоро и запишем. Значит так.
Кому не исполнилось 18, по домам! Я хочу, я хочу. Запишите меня, запишите! Меня Я сказал, запишите меня. отходим! Все уходили на фронт. Но мы с девчонками решили, тоже пойдем на войну. И что? Непременно с оружием. Пришла я домой из военкомата. Мама плакала. Но я все равно решила уйти на фронт. И вот, пришли мы с девчонками на вокзал. А там моя мама. И тут она прибежала ко мне, схватила мою голову и смотрит в глаза так. Смотрит, смотрит и целует меня. Целует. И в это мгновение я поняла, что ее, свою маму, я больше никогда не увижу. Мамочка так горько плакала. Плакала без слов, без рыданий. И у нее слезы текут и текут. И тогда мне хотелось взять свой вещмешок и уйти домой, к маме. По вагонам! Словно волной меня занесло в вагон. И я даже не успела обнять ее. Она потерялась в толпе провожающих. Мне хотелось поговорить с ней, утешить, запомнить ее запах. По вагонам! Мама! Мама! Мамочка! Ее душа. Как человек не сможет жить без души, так и держава растеряет собственный. Несмотря на героизм наших воинов и отвагу партизан, в сентябре 1941 года, несмотря на героизм наших воинов и отвагу партизан, в сентябре 1941 года Война – это 13 миллионов погибших детей. война. Это бесстрашие защитников Бреста. Это 900 дней блокадного Ленинграда. Это клятва панфиловцев. Ни шагу назад. За нами Москва. Это добытая огнем и кровью победа под Сталинградом. Это подвиг героев Курской дуги. Это штурм Берлина. Это труженика тыла. Самому младшему труженику тыла уже 91 год. Вот представьте, сколько лет как бы прошло. Но все время, когда мы проводили мероприятие, казалось, война это как-то
далекое, что-то не рядом, что-то было. Во-первых, я хочу сказать большое спасибо работникам Дома культуры за то, что они провели такую большую работу, показали вот смысл войны. И мы почувствовали в прошлом году, что такое война, уже наяву. Поэтому мне очень хотелось бы, чтобы у нас всегда вот мирное небо было.